Да, что будем делать? Русские, чуваши, марийцы, евреи, татары. Біздің бұрынғы бабайлар айтқандар, илі барының тілі бар деп. Абсолютно безосновательно обществу навязывается противопоставление русского и других языков. Но тем не менее, кому-то это не дает покоя. В последние недели в Татарстане скандал. Госсовет республики взбунтовался. Спикер парламента Фарид Мухаммедшин пообещал, что депутаты не оставят эту тему и вернутся к ней позднее. Депутат Ринат Валиуллин добавил, что новые поправки нарушают Конституцию России. Другой парламентарий Ильшат Аминов назвал тревожной тенденцией принятия судьбоносных решений без консультаций с регионами в обстановке повышенной секретности. Он призвал Госсовет взять вопрос под контроль и не исключил обращение в Конституционный суд России. Страсти по родному языку в Татарстане разгорелись нешуточные. Все государственные СМИ и провластные телеграм-каналы в последние недели только и делали, что писали о том, как республиканские власти борются за сохранение родного языка. Закончилось все неожиданной победой. Родной язык сохранен. Заголовки пестрели ликованием. Все бы ничего, но только сохранили депутаты не родной язык, а лишь его название в учебных планах. С 1 сентября, согласно приказу Минпросвещения России, предмет «Родной язык» хотели переименовать в «Язык народа России». Это и вызвало такую бурную реакцию парламентариев. Чуть позже выяснилось, что это еще не все. Тем же приказом с 1 сентября предусматривается, что в первом классе предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» будут преподаваться не 2, а 1 час в неделю, а в школах с нерусским языком обучения 2 часа вместо 3. Несмотря на то, что о намерении Москвы еще сильнее ограничить преподавание нерусских языков было известно давно, Путин дал эти поручения перед новым 2025 годом, официальный Татарстан лишь недавно включился в борьбу за родной язык. По крайней мере, публично. Этот вопрос в первое время не особо тревожил депутатов, раздавались лишь голоса общественников. Однако депутаты все-таки вспомнили про него и даже обратились в федеральный центр. Вот только в этой части Минпросвещения России пока непреклонно. Но и сохранение названия «Родной язык» депутатам как будто бы вполне и хватило для радости. А министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что по вопросу количества часов преподавания родного языка министерство, я цитирую, ведет работу. Чиновник предположил, что результаты будут. Наша цель – сохранить предметы родной язык и литература в объемах 2-3 часов в неделю. Политолог Руслан Айсин связывает эту активность с предстоящими в сентябре президентскими выборами в Татарстане. Он считает, что демарш в Госсовете был заранее согласован с федеральной властью. Я думаю, протест Татарстана был заранее согласован и согласован с Москвой. Мол, мы вынуждены поднять голос, иначе это повредит имиджу и авторитету. Голос действительно подняли, но компромисс тоже был заранее найден. Название «Родной язык» останется, но реальная проблема – сокращение количества часов – сохраняется. Федеральный центр добивается своей цели. Татарстан сохраняет лицо. По словам Айсина, в нынешних политических условиях Татарстан не может выступать автономно. И это, отмечает политолог, не такая уж серьезная тема для властей республики, чтобы ради нее вступать в острое противостояние с Москвой. В 2017 году ситуация была гораздо более серьезной и решающей. Тогда немного поборолись, ничего не вышло. Сравнивать 2025 с 2017 не приходится. Инстинкт самосохранения элиты Татарстана силен. Однако не все эксперты согласны с такой позицией. Российский политолог Аббас Галямов, ранее работавший в администрации президента Башкортостана, объяснил Идель Реалии, действительно ли власти Татарстана стремятся сохранить хотя бы частичную самостоятельность. Или речь скорее идет о дымовой завесе, призванной скрыть полную лояльность Москве. Нет, это не дымовая завеса. В администрации Минниханова искренне верят в то, за что борются. Для них это не пустой звук. Немного истории. Вытеснение национальных языков прослеживается не первый год. Самое активное противостояние разгорелось в 2017 году. Но тогда и власти Татарстана, и многочисленные активисты потерпели поражение. Владимир Путин заявил, что недопустимо заставлять людей учить неродной язык, равно как и снижать качество преподавания русского языка. После этого в национальных республиках прошли массовые проверки прокуратуры. Летом 2018 года Госдума России закрепила строгую добровольность изучения родных языков. Соответствующие поправки были приняты в федеральный закон об образовании. Тем самым власти значительно сократили часы преподавания языков народов России в школах,
Особенно пострадали национальные республики. Это вызвало протесты в этих регионах. Так, 10 сентября 2019 года 79-летний ученый Альберт Разин совершил акт самосожжения перед зданием Госсовета Удмуртии. Рядом с ним обнаружили транспаранты и листовки, в которых он требовал спасти удмуртский этнос. «И если завтра мой язык исчезнет, я готов сегодня умереть», – писал он. Разин был кандидатом философских наук, доцентом, заслуженным деятелем науки Удмуртии, а также активным участником национального движения. Но меры Москвы критиковали не только в России, но и за ее пределами. Так, в январе 2019 года консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы раскритиковал Россию за национальную политику. Эксперты выразили обеспокоенность, я цитирую, растущим доминированием русского языка при одновременном отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств. Ранее российская независимая СМИ «Такие дела» со ссылкой на экспертов писала, что доля российских школьников, которые учатся на родных языках, кроме русского, с 16 по 23 год уменьшилась в 2 раза. Преподавание на 38 языках полностью прекратилось. В публикации отмечалось, что к такой ситуации привел целый комплекс проблем, включая падение интереса к родным языкам, сокращение количества уроков, нехватка учителей и разрыв с зарубежными партнерами из-за санкций. По словам соосновательницы Endangered of Russia Foundation Виктории Молодаевой, меры по сокращению изучения и поддержке родных языков коренных народов России принимаются с одной целью – ассимиляции и тотальной русификации.